Присягая на верность родине, ушли на фронт и многие башкирские писатели. 18 из них пали смертью храбрых на поле брани. 30 вернулись с поля боя, отмеченные ранами и наградами. По-новому зазвучали тогда голоса народных поэтов Мустая Карима, Сайфи Кудаша и Рашита Нигмати, поэта-орденоносца Баязита Бекбая, писателей Сагита Агиша, Гарифа Гумера и Акрама Вали. Война и подвиг советского народа на войне послужили основой значительных книг всей многонациональной литературы страны. К ним нужно отнести книги участника Великой Отечественной войны писателя Анвера Бекчентаева. Его повесть об Александре Матросове и другие военно-патриотические произведения давно стали достоянием всесоюзного читателя, рассказала газета «Советская Башкирия» в мае 1980 года. Послушайте рассказ Курбишевой Натальи Ивановны о своем отце Стародубцеве Иване Васильевиче. Моего отца зовут Стародубцев Иван Васильевич. Год рождения 1924, 19 января. В 1941 году ему было 17 лет. Но так как его старший брат в первые месяцы войны погиб, он был танкистом, мне отец прибавил себе год и осенью 41-го ушел на фронт. Первые бои он принял под Москвой. Там же под Москвой получил первое ранение, контузия. Попал в госпиталь. После госпиталя получил направление и стал служить в войсках «Катюша». Есть такие вот зенитные установки на войне были, вот «Катюши». Вот на этой «Катюше» он был наводящим. Сколько он прослужил, я не скажу. Он мало об этом говорил, вообще не любил говорить про войну. Но также попал он и в Ленинград. Получил там медаль за оборону Ленинграда. Про Ленинград он говорил так: очень страшно было, обороняли, пайки им давали. А к ним, к их установкам ракетным, подходили дети, ленинградцы, голодные. И мы, говорит, старались отдать им. Хотя, говорит, это было строго-настрого запрещено отдавать в свои пайки, так как мы должны были быть сильными, чтобы сдержать немцев. Ну, как удержишься, если голодный ребенок тянет к тебе ручку? Вот это он рассказывал. И получил вот медаль за оборону Ленинграда. Ну, следующий, где он служил, он не говорил. Ну, прошел всю войну. Закончил служить он в Берлине. Ну, не в самом Берлине, а на окраине Берлина. И после «Катюши» вот там он тоже опять получил ранение, контузию. Контузия была очень сильная. Он остался без зубов. Ну, ставили ему челюсти, конечно, но это... И воевал. Попал после этого, стал держать немцев. Ну, как держишься, если голодный ребенок тянет к тебе ручку? Вот это он рассказывал. И получил вот медаль за оборону Ленинграда. Ну, следующий, где он служил, он не говорил. Ну, прошел всю войну. Закончил служить он в Берлине. Ну, не в самом Берлине, а на окраине Берлина. И после «Катюши» вот там он тоже опять получил ранение, контузию. Контузия была очень сильная. Он остался без зубов. Ну, ставили ему челюсти, конечно, но это... И воевал. Попал после этого, стал... Ой, как их называют-то правильно сказать? Стрелком на самолете. Это вот бомбардировщики, и сзади сидит стрелок, который отгоняет
других вот, самолеты немецкие. Вот так он закончил служить. Закончилась война, вот он закончил в этом, как сказать, не звание, а стрелком. Мобилизовался он в 49-м. Тогда не больно-то всех отпускали. Надо было как-то там еще служить, и мне отец служил. В 49-м он мобилизовался, вернулся сюда. В 50-м вот женился на моей маме, и в 51-м сын, в 54-м я родилась, и в 61-м дочка, еще одна вот моя сестренка. Ну, вот всю жизнь он прожил. Про войну не очень любил говорить сразу. Мало говорил. Когда я училась в школе, и собирали такие вот к Дню Победы, как бы обзор для нас, вот у кого воевали родители. У меня воевал. Мы приглашали. Он приходил, но с неохотой. Мало говорил. Ну и к тому же директор нашей школы, где я училась, был героем Советского Союза. Он тоже прошел всю войну. Имел звездочку Героя Советского Союза. Тоже хорошо войну знал. И понимал своих, как собратьев по войне, что тяжело говорить о войне. Вот то, что могу сказать.